я увидела, как моя знакомая вяжет красивые корзинки из ткани такой яркой, сочной, там желтая, розовая. Думала, надо же, потому что я видела, что делают, да, такие ковры, но из старых футболок, изношенных, и стиранных, они уже, естественно, не такого красивого цвета, да, а тут такая прямо яркая, и такие петельки красивые. И я во время обеда, я тогда еще работала в этом Верховном суде, во время обеда я побежала к ней на мастер-класс, представляешь? И за час она меня научила, я не успела доделать корзинку, но я была настолько довольна, прибежала домой, начала смотреть в интернете видео и закончила эту корзинку. Я была просто счастлива, и вот этот час мою жизнь перевернул вообще очень сильно, да. Вот видишь как, то есть случайности не случайны, и вообще, твое тебя найдет, да? Да. Тебя вот нашло в обеденном перерыве, да, грубо говоря, и ты прям загорелась идеей. Вот это же приятно, когда человек реально находит себя в чем-то, да, загорается идеей и полностью готов изменить, да, все. Образ жизни, профессию, заработок, доходы, все это уже становится таким второстепенным. Главное, что нашла себя, да? Да. Вот я подправила, пробелы. О, какое красивое солнышко получилось. Да, только вот смотри, у тебя вот здесь, у тебя можно и с этой стороны работу повесить, и с этой стороны. Посмотри, как красиво, у тебя так густо и на одном уровне. У меня с этой стороны красиво, с этой не очень. Зато четко понятно, где лицевая. да? Да, видно зато, где лицевая сторона, а где не лицевая. Ничего страшного, абсолютно. Самое главное, чтобы было красиво с лицевой стороны. И то есть вот, допустим, если возвращаться все-таки к этой технике, да, ты говоришь о том, что лучше, конечно, начинать с крупных деталей, да? Да, это вот точно, 100%. Однозначно. Что-то какое-то такое несложное. Например, там какие-то фруктики, там, цветочки. А потом уже можно и горы, и леса, и поля, и моря, и так далее. На что хватит фантазии, да? Но здесь все, здесь техника, она понятна, проста, то есть здесь никаких нюансов быть не может, да? Ну вот то, что я в начале передачи сказала, вот эти основные нюансы. Но я сейчас уже стараюсь... Руку набила, да? Да, стараюсь сделать так, как у тебя, чтобы на этой стороне меньше было. Ты потом сможешь дочку научить? Да, я думаю... Так я могу вон республику всю научить, видишь? Я тебе потом скажу, где можно заказать. А тут особо-то тоже затрат практически никаких, да? Ну, можно даже старые нитки использовать, да? Да, можно старые. Кусочек тут, кусочек там, все, что осталось, да? Ну, нитка от 150 рублей и выше. Сама, правда, иголочка дороговастенькая. Но ее одну приобрел, вот 3 разного диаметра и... Нет, у нее в наборе. В наборе, да, вот эти все насадки, они идут уже. Тем более тогда. Там идет чехольчик, леска. Ой, то есть не леска, а проволока. Ну, если нет лески, можно проволоку. И 3 насадки. Просто я говорю, вот иголки не все есть хорошие. Есть совсем тоненькие, маленького диаметра. У меня была первый раз прямо такая грубая иголка. Она как сделала отверстие, потом уже его ничем не затянуть было. Вот сравнительно недавно, только вот получается, этой весной, да, этой весной, я освоила эту технику и включила уже ее в программу в своей студии. И как дети относятся? Вообще на ура. На ура воспринимают. Ты знаешь, вот что для меня является мотивацией? Иногда даже дети сами просят меня научить их той или иной технике. Если я что-то не умею, я иду, обучаюсь этому, потому что я же не могу их обучать тому, чему я не умею. Покупаю материалы, делаю несколько работ, прежде чем детей научить. И когда я уже уверена, что я могу поделиться знаниями с детьми,
когда у меня уже опыт есть, когда уже у меня все получается, когда я уже любой момент могу обсудить, да, ответить на любые вопросы, я уже включаю это в свою программу. И девочки, которые ходят ко мне давно, которые уже переделали все на свете, они требуют, как говорится, чего-то новенького, они всегда на ура воспринимают какие-то нововведения. Даже очень рады. А сейчас есть ли какая-то мечта еще какую-то технику освоить? Мне кажется, ты тот человек, который уже знает так много. Что еще хочешь ты покорить, так сказать, для себя? Покорить? Ну вот я в прошлом году начала обучаться рисовать акварелью. Там столько нюансов. Там нужно нарисовать, ну, композицию, знать примерно размеры голова по отношению к телу, ноги, чтобы не был там человек с большой головой там, и так далее, с длинными слишком руками. Пропорции соблюдать, да, надо. А Там вообще, очень если много взять нюансов. твое детство, ты вот прям с самого детства была творческим человеком, да? Нет. Кстати, вот я, когда была маленькая, это моя боль, меня записали на кружок рукоделия, и там я в силу, я не знаю каких причин, не доделала игрушку. Мы там шили такую козочку, она такая была в национальном сарафане, и что-то то ли уже каникулы начались, то ли что, в общем, я заболела, не смогла посетить, я не доделала, и у меня вот этот уже как гештальт, как что-то незакрытое всю жизнь у меня висело. Козочка. Недоделанное дело, да. И потом еще на уроках труда, ну вот раньше в школе, да, учили шить, у меня все фартук никак не получался. Он у меня получился вот такой, на куколку, не по моим размерам, а очень маленький. И преподавательница была очень строгая, я ее ужасно боялась. Я думала, я в своей жизни шить никогда не буду. Да. А сейчас... Никогда не говори никогда. Видела бы твои работы, твоя преподавательница, да? Просто вот на тот момент, конечно, она мне перебила все желание. Но потом я спустя 30 с лишним лет шила таки себе фартук. Да. А сейчас, наверное, у тебя не только фартук в твоей коллекции, да, собственно? Ну, да. Сделано собственными руками. И игрушки сшила тоже. Юлиана, как вот, допустим, твоя семья отреагировала на то, что ты вот человек, который работала на госслужбе, серьезная у тебя должность была, да, вдруг резко сказала: все, хочу рисовать, лепить, шить, это все не мое. Ты знаешь, это не было сиюминутным решением. То есть я к этому шла на протяжении долгого времени. Тоже долго думала, все взвешивала, все за и против, ставила на чашу весов что-то одно, другое, расставляла приоритеты. Сами мастер-классы я начала преподавать очень давно, еще в 2012 году. Совмещая с основной? Совмещая с основной работой. Да. Я еще даже тогда по уходу за ребенком сидела с младшим. Вот. Потом мне пришлось действительно сделать выбор в пору ведения нашей передачи совместной «Город женщин». Действительно наступил момент, когда я поняла, что уже тяжело совмещать творчество и работу, да. Вот, и поэтому я действительно уже на тот момент я уже думала, что я занимаюсь чем-то не тем, ну, что мне не приносит удовольствия. В принципе, да, у меня получается, но я не уделяю должного внимания семье. Я не могу заниматься тем, что мне нравится. Я не могу уделять внимание тем же эфирам. Вот, наступил такой переломный момент, когда я решила, действительно, там нужна смелость, чтобы решиться, да, все оставить. Но я поняла, что все-таки, во-первых, мне нравится творчество, во-вторых, мне нравится работать с детьми. Я на тот момент тоже вот параллельно и мастер-классы вела. У мамы был магазин, я в ее помещении мастер-классы проводила для детей, для взрослых. Вот. Я поняла, что мне надо студию свою открыть, да, которой бы я никого бы не просила, была сама себе хозяйкой. В любой день, какой я захочу, могла бы провести мастер-класс, вне зависимости от наполняемости, да. Вот. Помещение, занятости, вернее, помещение.
Да. Ну, то есть, может быть, тогда вот такой совет. Иногда люди боятся же взять и кардинально изменить сферу своей деятельности, да. Нужно вот на твоем примере, да, ты совмещая, да, вот основную работу и свои хобби, увлечения, со временем пришла к тому, да, что... Да, я сначала прощупала почву, можно так сказать. Да. Может быть, это и есть сейчас будет совет для кого-то из телезрителей, кто боится вот так взять и в омут с головой, так сказать. Ну, во-первых, работа фрилансера, так скажем, да, это тоже ты должна выстраивать сама свой график. То есть нет такого «не хочу», «не могу» там и так далее. Сколько ты будешь работать, столько такой у тебя и будет доход. То есть это тебя дисциплинирует, во-первых, да. Во-вторых, больше ответственности у тебя. Ну и я иду на работу с удовольствием, прихожу с работы с удовольствием и немножечко чувствую все-таки свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Ну да, ты ведь частичку себя отдаешь каждому из своих учеников. То есть я не только работаю, но я еще что-то хорошее, как бы этот мир меняю к чему-то лучшему, потому что считаю, наверное, это все-таки, ну, с опытом все равно пришло, да, не сразу. Я же, когда ушла с работы, все, мне пришлось начинать с нуля. Студию, когда открыла, обо мне никто не знал, у меня не было, ну, то есть было мало учеников, да. Все это у меня, сейчас уже, кстати, 6-й год пошел, как я ушла с работы. И сейчас уже по прошествии времени я все-таки понимаю, что какую-то миссию я в этой жизни все равно несу. Каждый же человек рождается с какой-то миссией, да? Допустим, врачи, они лечат людей, там, вот, ты ведущая, у тебя ты развлекаешь, как бы развлекательное телевидение, там, и так далее. Актеры, музыканты, они людям дарят тоже свое творчество. Люди отдыхают, у них есть свои предпочтения в музыке, да, в фильмах. Вот. Поэтому я считаю свою миссию, как бы, то, что я обучаю девочек, это же им в жизни пригодится. Ремесло, да? Да. Ну, во-первых, они смогут сами что-то сделать. Элементарно пуговицу зашить, или там захочется шторки шить, скатерть шить. Ну и вообще, в принципе, женщина, которая вот занимается творчеством, у нее гармония в душе и гармония в семье. Это же очень важно. Когда вот мама счастлива, счастливы дети. Сейчас есть такое, да? Муж тоже, в принципе, и муж тоже, конечно. А если ты ворчишь и вечно всем недоволен, то, конечно, все будут. А тут пришла, даже если есть плохое настроение, села вот так вот, ковровой техникой занялась, создала что-то. Вот, кстати, возвращаясь все-таки к теме нашего эфира, да, я вот сейчас, знаешь, о чем задумалась? Я представила, каково было людям, да, которые вот ковры вручную, да, и теперь я понимаю, все время удивлялась, откуда такая стоимость ковра ручной работы. Вот мы, понимаете, мы 30 минут сидим, и я все солнышко маленького размера не могу сделать. А если ковер? А я уже вот все лепестки раскрасила, мне только серединку надо. В принципе, можно тут еще и окоемочку сделать. Ну, это в следующий раз. Натуральный ковер 2 на 2, который висел у нас на стене. Ручная работа. Теперь понятно, в чем вся ценность таких изделий. Выбивать так сидеть, да? Целая история. Но зато какая красота, да. Я сейчас меняю цвет на своей иголочке. Сейчас буду белым вышивать центр. И моя работа уже будет закончена. Потом, кстати говоря, я потом покажу, что можно сделать, как закончить, да, чтобы вот этот отрезок ткани, чтобы превратился во что-то нужное. А не просто кусочком лежал тогда. Ну вот, допустим, когда я вышивала наволочку, она у меня уже была сшитая. Я, кстати, когда мастер-класс покупала, я купила материалы к нему. Это очень удобно. То есть ты не знаешь же, что нужно, какие материалы. Вот. А ты покупаешь, когда мастер-класс с материалами, эти в коробочке уже все готовенько как бы уже лежит.
Это очень удобно. Вот. И наволочка уже была сшитая, ее просто выворачиваешь и начинаешь вышивать. А в нашем случае у нас кусочек ткани, и его нужно будет преобразовать во что-то нужное и полезное. Ну, например, подстаканник. Если не оформление не доделать, то оно так и будет лежать на полке где-нибудь. Ну, либо какую-то можно маленькую подушечку, да, сшить. Вот и мое солнышко готово. Вот видишь, в нашем случае мы сделали только рисунок. Только рисунок. А можно еще обвязать фон. Поняла, да? И тогда она будет полностью такая вот. Короче, знаете, что поняла? Что у меня все лучики слились немножко. То есть расстояние надо было, да, побольше сделать. Ну, кто захочет, тот увидит, распознает солнышко. Ну, я тебя поздравляю с первой работой. Теперь что, как я делаю? Отрежь, пожалуйста. Отрежь. А я сейчас закончу сердцевинку. Ты даже, видишь, скорость как набрала. Да. Быстрее меня. Я просто потом стала делать без остановки. Молодец. Просто. Я вот. просто горжусь тобой. Ну, не идеально, но для начинающего очень хорошо. Идеально вот у Юлианы будет. А я так сказать. Ну, главное, чтобы никто не видел внутреннюю сторону. Да. Так, сейчас сними этот пяльца. Аккуратненько сними. Вот. Так, сейчас отрежь, немножко отступив от вот этой следа от кольца. Получается, ну, пару сантиметров на глаз. Вот что у меня получилось. Вот цветочек. Отступила. И получается изнаночная сторона вот такая. Идеально. Идеальная изнаночная сторона. Все сделала. Так, снимаю тоже пяльца. Вот смотри, сейчас сделай надрезы вот так по кругу. На расстоянии сантиметра. Чуть-чуть до серединки доходи. Так, я тоже сейчас отрежу все ненужное. И нам нужно будет взять картон. Картон и клей. Далее нам понадобится кусочек плотной бумаги и фетр. Нам нужно сейчас найти что-то круглое. Например, возьми вот это ведерко. Примерно по диаметру подходит для твоего солнышка. Приложи на фетр и обведи карандашом. То же самое надо будет сделать с бумагой. Бумага нужна просто для того, чтобы придать плотность нашей работе. Ну, она будет внутри. Смотри, пойдет такой? Пойдет. А у меня диаметр поменьше, поэтому я возьму другую. Вот, и вырезай. А потом там, если что, подрегулируем. Я сейчас включила клей-пистолет, он пока нагревается. А вообще, что мы сейчас делаем? Итог-то какой-то, что у нас будет? Мы сейчас обрамление вот красивое делаем, чтобы вот не просто кусок ткани был, а законченная работа, так сказать. А в итоге потом это будет что? Просто можно использовать как подстаканник. Подстаканник. Так, фетр я вырезала, и теперь бумагу. Можно использовать картон. А фетр будет у нас закрывать внутреннюю сторону. Так, сейчас проверю, клей нагрелся или нет. Ага, нагрелся. Теперь смотри, Даш, переверни свою ткань и как можно больше вот всех вот этих вот отрезков, да, торчащих, все внутрь рисунка. Они у меня все внутри. Теперь мы берем клей и приклеиваем сначала бумагу.
Делаем это максимально быстро, потому что клей очень быстро засыхает. Переворачиваем и вот так вот приглаживаем. Так, держи. Давай тебе. Угу. Мне придется надрезы немножко побольше сделать. Видишь? Диаметр. У тебя нормально. Так, держи. Переворачивай и аккуратно руки не обожги, потому что клей горячий. Так, пока я делаю надрезы. Так, смотри. Клеем-пистолетом умеешь пользоваться? Надеюсь, что да. Смотри, сейчас очень аккуратненько, да, вот так вот берешь клей, сюда наносишь и загибаешь. Следующий внахлёст на него наносишь клей, загибаешь. То есть здесь не должно быть никаких пробелов, да? Как максимально плотнее к бумаге. Вот так вот все приклеиваешь. Хорошо? Хорошо. Вот так, внахлёст. А я пока делаю надрезы побольше. Аккуратно, не обожгись. Да. Клей горячий. Если надо, надрезы можешь немножко в некоторых местах побольше сделать, если там не загибается. Так. Да, тут надо ножницы. Давай я тебя подожду, ты закончишь, а потом я. Да, мы можем одновременно, думаю. Давай. Какой-то у нас скрипучий клей. Класс. Я, знаешь, вот аналогию сейчас почувствовала. Как будто я манты леплю. То есть все в женскую тематику. Кухня. Ну, похоже же, смотри. Вот, одну внахлёст на другую. Одну внахлёст на другую. Все. Вот так. И теперь все это мы вот так вот заклеиваем. По краешку на фетр наносим клей. Переворачиваем. И вот так прижимаем. Сейчас стержень надо дать. Я думаю, что он не течет. Вот. Вот у нас завершенная получилась такая работа. Вот видите, с одной стороны вот фетр все закрывает, все торчащие моменты. И с другой стороны вот так вот. Все, супер, молодец. Ну вот, у нас летние такие работы получились, да? Да. Цветочек и солнышко. Несмотря на то, что за окном зима, да? Разбавили, так сказать, наши зимние серые будни яркими красками. Вот я подправила лучики, дабы показать, что это все-таки не одно желтое пятно, а лучики. Супер. Вот такое солнышко. Для первого раза это просто идеально, я тебе скажу. Идеально. Вот так. Ну что, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, смотрите, вот она интересная ковровая вышивка, несложная, сразу говорю. В принципе, могут и детишки познать ее легко. Если есть какие-то нюансы, недочеты, все можно исправить. Любые рисунки, да, переделать. Посмотрите, вот здесь, да, вот мы видим, как это выглядит все на готовом изделии, да, можно просто вот хотя бы попробовать сделать вот такой подстаканник. В целом очень интересная вышивка, очень интересная техника, успокаивает, сразу говорю, да. Ну и, конечно, всегда видно вот результат, когда видишь свои работы кропотливые, прям гордиться собой начинаешь, да. Я очень рада, что тебе понравилось. Спасибо большое, Юлиана, мы благодарим тебя за такой интересный мастер-класс. Напоминаем вам о том, что сегодня мы попробовали на себе, да, вот такую интересную ковровую вышивку. Кстати, в городе у нас пока
не очень популярную, да? Да, Ну но и набирает обороты. Набирает обороты. Если вдруг вы заинтересовались, обращайтесь к Юлиане Ким. Я думаю, вам она обязательно подкинет какую-то идею, и вы, в принципе, можете создать вот свое такое произведение искусства. Ну а на этом у нас все. Увидимся. До новых встреч. Всего доброго.